Здравствуйте. В эфире «Вести недели», в студии Павел Демин. Развитие сельских территорий, тарифы ЖКХ, дополнительные меры поддержки населения. На эти и другие вопросы ответил глава республики Олег Николаев в рамках пресс-конференции. Руководитель региона в режиме онлайн пообщался с журналистами. На протяжении более чем двухчасового включения с представителями СМИ республики Олег Алексеевич обсудил и дал пояснения на поступившие вопросы. Затронули вопрос борьбы с коронавирусной инфекцией в республике. Он отметил, что увеличился медперсонал и закупается новый транспорт. Также прозвучал вопрос о переселении из ветхого аварийного жилья. Глава региона отметил, что с июля увеличивается тариф на ЖК на 3 с небольшим %, а за вывоз ТКО его удается сдерживать. Ядринская районная газета затронула вопрос выплаты детям войны в предстоящем году. В включении с города Канаша участвовали редакции канашского телевидения и редакции газеты «Канаш». Адресовав видеовопрос от горожан, записал его Артем Мясников. Касается он ремонта дороги по проспекту Ленина. В последние годы проведена большая работа по ремонту внутридворовых и придомовых территорий. Была отремонтирована капитальная улица Фрунзе. Но горожан интересует еще один вопрос. По центральной части города, в части по проспекту, о ремонте которого говорится очень давно. Мы бы хотим узнать, планируется ли в ближайшее время его ремонт, и если да, то когда? Да, спасибо за вопрос. Мы на самом деле в этом году реализовали достаточно масштабную программу приведения, я бы так сказал, не то чтобы в стандартный, такой вот современный вид многих дворов. И на это направили первоначально 1,5 миллиарда рублей, но по итогам года эта сумма уменьшилась примерно до 1 миллиарда 200 миллионов рублей в связи с тем, что некоторые муниципалитеты не справились. И, кстати, вот как раз в связи с этой программой, в том числе, Александр Борисович задавал вопрос, некоторые главы администрации в том числе ушли, не выдержав достаточно правдивой, но, может быть, где-то и жесткой критики. Эту работу мы продолжим дальше, и дворы будут благоустраиваться. Кроме того, как я уже говорил, набирает силы программа «Комфортная городская среда». И я знаю, город Канаш у нас тоже очень активно участвует в программе «Комфортная городская среда». И в том числе мы в этом году также с городом Канашом, с администрацией города Канаша выиграли конкурс и получили более чем 50 миллионов рублей на то, чтобы благоустроить одно из пространств в рамках малых городов Российской Федерации, программа малых городов. Поэтому эта работа и дальше будет продолжена. По улице Ленина, насколько мне известно, есть проектно-сметная документация. Насколько мне известно, даже был объявлен конкурс на проведение соответствующих работ. Конкурс не состоялся пока. Значит, надо дальше работать, подыскать подрядчика, который возьмется за эту работу. То есть, отвечая прямо на вопрос, да, в ближайшее время будут работы начаты. И в следующем году, я думаю, что все жители Канаша увидят начало работы, и эти работы будут реализованы. Ввиду того, что мы сейчас все эти процессы централизовываем и берем под очень такой чуткий контроль со стороны Минтранса, я думаю, что работа будет организована и качественно, и будет проведена достаточно в кратчайшие сроки. Ирина Константинова, Елена Блацова. Вести недели. На днях наш город посетила председатель Совета женщин Чувашии. Знакомство с городом Наталья Алексеевна начала с посещения лицея госслужбы и управления. Олег Валентинович провел гостю по всем классам, подробно рассказал о системе обучения, которая используется в учебном заведении, и о ее преимуществе. В течение всех лет, пока существуем, мы исповедуем гендерное обучение. Девушки у нас обучаются отдельно, мальчики у нас обучаются отдельно. То есть это четкое ясное разделение. Это нам позволяет иметь очень значительное приращение. По начальной школе, я вам так скажу, по прошлому году, если сравнивать с контингентом, будем так, в смешанных классах, у мальчиков 1,7, то есть коэффициент развития, у девочек 1,4. Но девочки, они так аккуратно, исполнительно и допълнительно. Кадеты-первоклассники, встречая гостей по привычке, акцентировали внимание на директоре заведения. А вот старшие классы подошли к приветствию уже более ответственно и встречали в первую очередь гостей образовательного учреждения. Олег Валентинович лично представил Наталье Алексеевне лучших преподавателей лицея, которыми он гордится и всегда ставит в пример. Она выучила вместе с нами 4 детей.
сын Саши учился вместе с нами. Настя закончила, сейчас учится в Самаре. 3 дочери вот закончили в прошлом году. Все поступили именно по социальной направленности. И она самая замечательная, самая чудесная мама, которая представляет из себя душу нашего сегодняшнего лицея. Каждый раз, когда прохожу мимо этого кабинета, смотрю на Анжелику Анатольевну, ощущаю состояние счастья, что у нас вообще есть такой учитель. Спасибо вам большое. Наталью Алексеевну ознакомили с достижениями предыдущих выпускников, а также сами 11-классники рассказали о том, куда планируют поступать после окончания школы. Степанова Елизавета, кандидат на медаль, отличник учебы, поступаю в высшую школу экономики. Григорьева Венера, отличник учебы, кандидат на медаль, поступаю в МГУ. Ученицы 11 класса обратились к Наталье Алексеевне с весьма интересной просьбой. Вас, как председателя Республиканского женсовета, мы бы хотели попросить стать наставницей и шефом для наших классов девочек. У нас гендерное обучение, мальчики учатся отдельно от девочек. И мы были бы очень рады, если бы вы стали шефом нашим. С удовольствием. Хорошо. Спасибо за предложение. Затем гостья побывала в Центре цифрового образования IT-Куб. Наталье Алексеевне рассказали о том, что преподаватели учреждения не теоретики, а именно практикующие специалисты. Преподаватель IT-школы Samsung Миронов Юрий Владимирович, к сожалению, он не смог по семейным обстоятельствам здесь присутствовать. Молодой парень, 24 года, 2 года назад закончил лучший факультет КФУ в Казани по прикладной информатике и, к удивлению всех, вернулся в Канаш. Он здесь живет в деревне, программист, работает на казанскую фирму. Зарплату он получает здесь. И для нас это идеальная модель, как детям продвигать, строить свое будущее. Детей в IT-кубе знакомят с основными принципами программирования благодаря среде Scratch. В дальнейшем это помогает в освоении очень популярного языка Python. Цветные блоки, которые легко позволяют детям запомнить, где что находится. Мы создаем небольшие такие анимации. В начале года мы создавали такие вот несложные проекты. Например, такая вот маленькая музыкальная открытка. Дальше мы уже создали более сложные анимационные проекты. Также были продемонстрированы роботы, создаваемые учениками, и очки виртуальной реальности, которые на себе испытала Елена Марисовна Ноздрякова, активист Союза женщин. Наталья Алексеевна оставила новогодние пожелания всем ученикам IT-куба на интерактивной доске. Так неудобно писать. А это как игра. Либо это... Нет. Ну да, то есть это просто игра, да, как времяпровождение. После ознакомления с работой учебного заведения состоялось заседание, на котором был представлен доклад о работе Совета женщин за 2020 год. Ольга Михайловна во всех подробностях рассказала о том, как Женсовет выстраивает деятельность во взаимодействии с органами власти, о том, какое внимание уделяется работе с общественными организациями, такими как Совет отцов, Союз пенсионеров России, Клубом молодых родителей, Сообществом автомобилистов и даже Клубом садоводов-любителей. В рамках благотворительной акции «Елка желаний» был вручен приз «Синтезатор» победителю Матвею. Спасибо вам огромное, что вы такие молодцы, поддерживаете своего сына, вам здоровья, счастья. Да, и это, конечно же, в преддверии Нового года. Спасибо большое. Чтобы все сбывалось, чтобы было всегда хорошее настроение, несмотря ни на что, а иногда и вопреки. Мы те люди, которые творим свою жизнь сами, создаем ее вокруг себя. У вас все получится, и все будет хорошо. В ходе совещания состоялся полезный обмен мнениями по направлениям работы женсоветов. В честь празднования 75-летия Великой Отечественной войны и столетия республики была награждена председатель Канашского городского отделения Союза женщин Петрова Ольга Михайловна. Спасибо вам. Удивляюсь тем женщинам, которые, на самом деле, огромное вкладывают свои душевные силы, но я вам говорю, что это стоит всего обернуться. Спасибо. Вы станете более гармоничны, более успешны, а самое главное, ваши, так скажем, дети, внуки уже будут иметь ту силу, которая передается от человека к человеку, то есть на благо все нас самих, прежде всего, происходит. Пожелаем Совету женщин Чувашии успеха в дальнейшей работе. И всегда будем рады видеть его председателя в нашем любимом городе. В Канаше состоялось вручение премии «Признание-2020». Мероприятие при участии лауреатов прошлых лет, номинантов этого года, руководителей, педагогических работников,
обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города. В средней школе номер 7 наградили лауреатов ежегодной педагогической премии «Признание-2020». Премия вручается работникам городской системы образования за значительные успехи в области обучения и воспитания подрастающего поколения, поддержку педагогического новаторства, пропаганду педагогических знаний, сохранение лучших традиций отечественной педагогики, а также учащимся общеобразовательных школ за достижения в учебе, спорте и общественной жизни города. Премия стала престижной в педагогическом сообществе города, а церемония вручения – ожидаемым предновогодним событием. В нашей школе ежегодно проходит педагогическая премия «Признание». В ходе этой премии награждаются самые лучшие учителя нашего города и ученики, которые отличились в разных областях. Учредителем премии является Андреев Юрий Витальевич, выпускник школы номер 5 и почетный гражданин города Канаша. Номинантами на эту премию являются лучшие учителя, которые в разных областях в разных своих областях получили какие-то звания, или подготовили лучших учеников, или отличились в каких-то других областях. Номинантами из учеников являются и ученики-спортсмены, и ученики таланты года, и лучшие ученики, которые отличились в области каких-то знаний. Мы благодарим Андреева Юрия Витальевича и надеемся, что эта премия признания продолжит свое существование в нашем городе. Почетным гостем мероприятия стал глава города Канаша Андрей Константинов. Он поприветствовал участников и поблагодарил педагогов города за самоотверженный труд. Хотелось бы выразить слова благодарности вам всем, педагогам, воспитателям. Вы, как и врачи, одни из первых на передовой, трудитесь и справляетесь со всеми задачами. Спасибо вам большое за ваш труд, за ваше творчество. Ну а учащимся я хочу пожелать, чтобы они не останавливались на достигнутом, а превышали все выше и выше, не стояли на месте. Здоровья вам всем, крепкого счастья и любви. Заметим, что несмотря на в целом напряженную атмосферу, все номинанты были в хорошем настроении. Самый волнительный момент церемонии – это, конечно же, момент, когда из запечатанных конвертов достаются имена победителей. По результатам работы конкурсной комиссии лучшим административно руководящим работником образовательного учреждения признан Шадаев Марат Минзагитович, директор школы номер 3. Лучшим педагогическим работником стала Дадюкова Анфиса Андреевна, учитель химии и биологии школы номер 7. В номинации «Педагог-новатор» победила Иванова Марина Алексеевна, учитель физической культуры школа номер 7. Все номинанты премии признания – это профессионалы своего дела. Благодарим всех за работу, за креатив, желаем крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов. В декабре 1995 года в Канаше открыл свои двери социальный приют для детей и подростков. За 25 лет своей деятельности реабилитацию здесь прошли порядка 15 тысяч несовершеннолетних детей. На празднике, посвященном юбилейной дате, побывала наша съемочная группа. Дети должны всегда чувствовать поддержку и быть защищены государством. Первых детей приют принял еще в 1995 году 5 декабря. На сегодняшний день Канашский социальный приют для детей и подростков является отделением комплексного центра социального обслуживания населения. Данное объединение произошло в 2017 году. Но при этом как в начале пути, так и сегодня основной задачей является поддержка несовершеннолетних, попавших в сложную жизненную ситуацию. Об этом сегодня не единожды раз отметили гости, прибывшие на праздник. Коллектив поздравила Наталья Суркова. Я очень рада, что попала к вам сегодня на этот замечательный праздник. Все-таки 25 лет – это очень серьезная дата. И очень рада поприветствовать ваш дружный коллектив, наших замечательных деток, ну и, конечно же, педагогов. Но так получилось, что Виталий Николаевич у него не получилось попасть на наш праздник, поэтому я зачитаю поздравительную телеграмму от него. Сердечно поздравляю вас с 25-летним юбилеем отделения социальной помощи семье и детям. Ваша профессия является одной из самых гуманных и востребованных в обществе. На вас возложена высокая ответственность заботиться о тех, кто не имеет возможности самостоятельно справиться с жизненными неурядицами. Кому нужны моральная и материальная поддержка. В вашем коллективе трудятся люди с высоким чувством ответственности, отдающие милосердию свою энергию, терпение и душевные силы. Спасибо вам за безответную преданность своему делу, милосердие, заботу и доброту. Желаю всем благополучия, личного счастья, успехов, оптимизма и крепкого здоровья. С уважением, глава администрации города Канаш Виталий Николаевич Михайлов.
Назиря Хайбуллина, на протяжении многих лет работавшая руководителем, также поздравила коллектив за продуктивную работу, пожелав здоровья и взаимопонимания. На сегодняшний день в соцприюте получают уход и внимание дети от 3 до 18 лет. Они находятся на полном государственном обеспечении. Это проживание, обмундирование, 5-разовое питание. Отделение рассчитано на одновременное круглосуточное пребывание 30 детей. Сегодня в зале собрались давние и новые друзья приюта. Следственный комитет Чувашской республики, давний партнер и наставник. Татьяна Гаврилова отмечает, что детям нужны не только подарки, но и внимание взрослых. Все присутствующие гости вручили подарки не только воспитанникам, но и добрым воспитателям, наставникам. На сегодняшний день отделение обслуживает 7 районов республики и оказывает социальные услуги бытового характера, медицинского, психологического и многих других. Ежегодно во время каникул на базе отделения организуются оздоровительные лагеря с общим охватом 280 детей. Здесь по-настоящему трудятся специалисты с большим и добрым сердцем. Ну вот и настал тот самый замечательный день. День рождения детского социального приюта, который сейчас называется «Отделение социальной помощи семье и детям». Нам исполнилось 25 лет. И хотелось бы поздравить наш коллектив и директора комплексного центра социальной помощи семье и детям с днем рождения и пожелать вам всем здоровья, счастья и чтобы работали также сплоченным, хорошим нашим коллективом. И хочется нашим воспитанникам пожелать, чтобы каждый ребенок был в своей родной семье и чтобы они встретили этот Новый год дома с родителями и со своими бабушками и дедушками. Социальный приют для детей и подростков уже на протяжении 25 лет трудится на благо наших детей, отметили собравшиеся гости. А воспитанники в ответ подарили им музыкальные и танцевальные номера. Ирина Константинова, Павел Демин, Елена Блацева. Вести недели. Хлебом с солью встретил городской дворец культуры всех приглашенных на открытие малого кинозала. Одно из ярких событий 2020 года, к тому же всего за несколько недель до главного праздника страны – Нового года. В 2019 году Чувашская республика присоединилась к национальному проекту «Культура», а благодаря реализации одного из проектов «Культурная среда» в Канаше был открыт малый кинозал. На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости. Заместитель министра культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской республики Елена Геннадьевна Чернова, глава города Андрей Константинов, глава администрации Виталий Михайлов. Гости поприветствовали присутствующих и поздравили всех горожан с открытием современного кинозала. Пожелали процветания Дворцу культуры. Огромное спасибо фонду кино и фонду «Моногородок», которые нас поддержали в этом вопросе. И действительно мы разгружаем основной зал, который востребован концертами чувашской эстрады, концертами приезжающих артистов. По окончанию торжественной церемонии всем зрителям был продемонстрирован фильм «Серебряные коньки». Городской дворец культуры дважды становился получателем субсидий и участником всероссийской программы поддержки кинозалов. Город Канаш – уникальное сегодня событие. Дело в том, что в этом дворце культуры уже второй кинозал открывается в рамках в ходе поддержки фонда кино. То есть в 2016 году здесь был уже открыт большой кинозал, сейчас открывается малый. На открытие данных кинозалов выделяется из федерального бюджета 5 миллионов рублей. Это чисто федеральные деньги. Направляются они, как правило, на оснащение кинооборудованием, обустройство кинозалов. Вот эти вот новые кресла закупаются. И одна из первых задач – это демонстрация наших российских фильмов, пропаганда нашего российского кино. Я думаю, это немаловажно, так как наши отечественные фильмы должны все-таки прививать любовь наших детей, подрастающих, в первую очередь, поколений. Это любовь, в первую очередь, чувство патриотизма к родине, ну и, конечно же, гордость за нашу страну. Надеемся, что малый зал будет востребован, и все жители города станут его постоянными посетителями. Сегодня в нашем городе знаменательное событие. Сегодня открылся второй зал, уютный зал, новый зал. Я думаю, что все посетители нового кинозала будут получать огромное удовольствие от просмотра фильмов. Всех ждем в гости. Добро пожаловать! Ирина Константинова, Павел Демин. Вести недели. Для профилактики болезней, для улучшения самочувствия и, в конце концов, для лучшего будущего любой желающий может принять участие в физкультурно-спортивном комплексе ГТО. О том, как воспитанники детского сада стали испытуемыми в этом году, в нашем репортаже.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение установленных нормативных требований по 3 уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО. Вслед за предложением объявить 2021 год в России годом ГТО, первыми испытуемыми на базе центра ГТО в городе Канаш стали воспитанники детского сада номер 20 «Василек». Ребята выполнили требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для участников первой ступени. Мальчики и девочки 6-8 лет. А это челночный бег 3 по 10 метров. И если взрослые хорошо знают, что такое челночный бег, то детям приходится все это долго объяснять. Внимание, марш, вы начинаете бежать. Смотрите, на старт, внимание, марш. Побежали. И последний вперед! Прыжок в длину с места, толчком 2 ногами. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. Молодец. Пожалуйста. Молодец. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Как оказалось, некоторые девочки делают отжиманий даже больше, чем мальчики. Молодец. Молодец. Достаточно. Пришлось потратить немало времени на то, чтобы объяснить детям, как правильно поднимать туловище из положения лежа на спине. Касаетесь локтями колени и приходите обратно в положение лежа. Все упражнения развивают силу, быстроту, ловкость, гибкость и выносливость. Результаты внесены в официальную базу результатов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, и уже в начале следующего года они получат свои знаки отличия и удостоверения к ним. Знак отличия ГТО – это показатель активной жизненной позиции гражданина Российской Федерации и его стремления к здоровому образу жизни. На этом наш выпуск завершен. Ждем вас в новом 2021 году. До свидания. Новогодние праздники не с горами, а магазин «Светофор» уже готов встречать дорогих гостей. Здесь есть все для оформления праздничного стола. Мясная, сырная продукция, сотни ингредиентов для салатов, соки, бакалея, сладости. Бережливые хозяйки не переплачивают, а совершают выгодные покупки в магазине «Светофор». Также для вас представлен большой ассортимент текстильной продукции, бытовой химии от известных брендов, детские игрушки, посуда и многое-многое другое. Пришел в магазин купить средства для того, чтобы открутить гайку в машине, не заржавела. И вот хорошее недорогое средство нашего в магазине «Светофоре». Приходите в магазин «Светофор», здесь все есть и даже больше. Среди посетителей магазина есть традиция закупаться впрок. Так и деньги экономятся, да и времени для близких остается больше. Покупаю для птицы корма и для мытья посуды. Стиральные порошки дешевые. В сравнении с другими магазинами всегда мне нравится сюда приехать и покупать, потому дешевые. Дешевле и по моим карманам. На Новый год еще приедем, еще больше покупаем. Канашцы и гости города давно облюбовали «Светофор». Их полные тележки красноречивее любых слов. В магазины «Светофор» напрямую от производителей поступает товар. Поэтому мы можем предлагать очень доступные цены для населения, чтобы покупки стали выгоднее. Также на постоянной основе мы предлагаем акции, чтобы разнообразить ваши покупки. Мы учитываем спрос населения, поэтому ассортимент магазина на постоянной основе обновляем и пополняем, чтобы покупки стали еще интереснее. Не упустите возможность приобрести новогодние сладкие подарки по выгодным ценам, и ваш малыш непременно останется доволен. Я захожу почти каждый день после работы, а сегодня выходной, собралась с дочкой. Очень нравится, цены не такие дорогие, на выбор все есть. Наша семья посещает часто магазин «Светофор». Впереди новогодние праздники, мы для детей тоже новогодние
подарки присмотрели. Стоит отметить, что вся продукция в магазине самая свежая. Поступивший товар сразу же выкладывается на полке, а не залеживается на складах. Приходите за умными покупками и экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Ждем вас за покупками. Свинина охлажденная 1 килограмм 179,90. Новогодний подарок 1 килограмм 199,90. Сыр российский 1 килограмм 299,90. Уважаемые покупатели, магазин «Светофор» поздравляет вас с Новым годом и с Рождеством. От души желаем вам доброго здоровья, процветания, радости, материального изобилия, быть счастливыми каждый день. С магазином «Светофор» ваши праздники будут более насыщенными, яркими и, конечно же, вкусными.